Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Пшара. Пресс-служба Черноморэнерго сообщает, что в связи с возросшими нагрузками в энергосистеме страны во избежание аварий будут вводиться ограничения. Отключаться будут отходящие от подстанций фидеры, на которых будет зафиксирован перегруз. В то же время продолжается работа по выявлению и отключению от сети незаконно функционирующих объектов по добыче криптовалюты. На этот раз сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии совместно со специалистами Черноморэнерго мониторили деятельность ранее закрытых криптоферм. Репортаж Сарии Кварацхелия. В районе Маяка в здании бывшего кожзавода ранее функционировали две майнинговые фермы, которые питались от одного трансформатора. Объект по добыче криптовалют был опломбирован еще 10 дней назад. Сегодня, как убедились сотрудники МВД, фермы не работали. Вне зависимости от того, работает на данный момент объект или не работает, руководством было принято решение отключать объекты прямо с высоковольтной линии. То есть подряд все объекты, куда мы попадаем, если даже там правила никакие не нарушены после нас, то есть пломбы на местах, все, что мы опечатали, осталось так же, как и при нас, в общем. Здесь, на этом объекте, мы были 10 дней назад, мы его опечатали. Видно, что все наши пломбы на месте. Но, опять-таки, несмотря на это, мы вынуждены будем отключать их с высоковольтной линии. Трансформатор на данном объекте, у них свой отдельный, то есть к поселковому трансформатору они не подключены. Но мы обесточим трансформатор, это вынужденная мера. В одной и в другой ферме двери здания были закрыты. Через ограждение виднелись стеллажи с майнинговыми аппаратами. Однако никаких звуков, свидетельствующих об их подключении, не было слышно. На одном объекте было 60 майнингов, а на другом 150. На месте энергетики отключили трансформатор от высоковольтной линии электропередачи. Объект полностью обесточен. Тут даже дальнейшее его подключение не считается возможным простым физлицом. Почему? Потому что сюда подходит 10 тысяч вольт. Чтобы 10 тысяч вольт отключить, это нужно через подстанцию. Диспетчер на подстанции, он должен отключить, то есть официально ему должен позвонить электрик или главный инженер, чтобы дать ему разрешение отключить. То есть такого быть не может. Теоретически такого быть не должно. А если в дальнейшем, допустим, этот объект каким-то образом будет подключен, то это уже как бы другая сторона. Мы отключили этот трансформатор один, но обесточены две фермы. А это еще один объект, где установлена криптоферма в районе Маяка. Ранее пломбированная ферма не работала, нарушений выявлено не было. Трансформатор, питающий ферму, частный, однако, как выяснилось на месте, он не принадлежит владельцу криптофермы. Данный объект подключен к трансформатору, который не является совершенно ихним. То есть они подсели на другой трансформатор и пользуются им, потребляют около 50 киловатт. Мы провели свою процедуру, выключили полностью сеть, которая подходила к данному объекту. Количественно здесь около 40 устройств. Далее поселок Дранда Гулрыбского района. В отдаленном местечке на Большой Поляне были видны постройки. Издалека сразу и не поймешь, что они были сооружены для майнинга криптовалюты. И здесь ферма не работала. Рубильник питания был опечатан ранее сотрудниками Черноморэнерго. Мы также установили свои пломбы. Количество здесь около 43 штук. Тут и глазу заметно, что есть еще место как бы для установки аппаратов данного образца, но они не установлены. То есть ферма не работала, мы провели свою процедуру и в дальнейшем будем контролировать. Трансформатор здесь расположен собственный, то есть к нему население не подключено конкретно под данную ферму. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов осуществления деятельности по добыче криптовалют по всей территории Абхазии, ежедневно осуществляются сотрудниками ОЭБ и ПК МВД Абхазии. А после опломбирования и обесточивания объектов сотрудники МВД будут проверять данные объекты систематически. Сария Кварацхелия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.
Осенью прошлого года по инициативе депутата парламента Алхаса Джинджоли в Сухуме в районе Красного моста был открыт амбулаторный центр, где пациенты с коронавирусной инфекцией получают необходимую медицинскую помощь. С этого момента в медучреждении прошли лечение немало жителей столицы и не только. А с 19 января при амбулаторном ковид-центре начала работать и мобильная бригада. К врачам можно обратиться при первых признаках ОРВИ и подозрений на ковид. О работе Сухумского амбулаторного центра подробнее в репортаже Гугуцы Вардания. Проверить уровень кислорода в крови, поставить капельницы, ввести инъекции внутримышечно, проконсультироваться с врачами. Вот уже 3 месяца все эти процедуры можно пройти в Сухумском амбулаторном центре. За это время медицинскую помощь здесь получили около 500 человек. К нам обращаются люди просто с вопросами. Кстати, вот в последнее время, 2 последние недели, вот этот вот контингент, он интенсифицировал свои обращения. То есть больше людей такого плана обращаются, просто проконсультироваться, понять, какие действия им предпринимать. У них ничего не подтверждено, у них какая-то симптоматика. Совсем недавно здесь стали принимать ПЦР-анализы на COVID-19. Однако взять мазки получается не у всех. Количество тестов для забора биоматериала ограничено. В день у нас квота 20 человек максимальная. Из них, где-то 18 человек по мере обращения заполняются 18 мест. 2 места заполняются под конец дня на основании там экстренных каких-то. Это каждый день практически происходит. А в категорию срочных кто входит? Срочных это вот те люди, которые, например, онкологические, которые выезжают, буквально вот они сегодня должны сдать тест или завтра должны сдать тест, а послезавтра должны выехать или послезавтра. Да, то есть через 2 дня они выезжают, и им нужно в экстренном порядке получить ответ для того, чтобы попасть просто в больницу. В ином случае они туда не попадут. То есть это онкологические, кардиологические, разнообразные хронические больные с очень таким острым состоянием, скажем так. В амбулаторном центре каждый день работает бригада, состоящая из врача, администратора и 2 медсестер. В эти дни нагрузка сильно увеличилась. Если в самом начале здесь принимали около 20 человек в день, то сейчас более 50. 50 человек – это только те люди, которые идут на процедуры. Примерно треть от этого числа, то есть в районе 15-20 человек приходят на консультацию к врачу. В районе 10-15 человек приходят просто замерить сатурацию, либо подышать кислородом. То есть там у них есть сатурация. Если есть показания, они дышат кислородом. Потом очень многие спрашивают о ПЦР в связи с открывшимся таким функционалом. В общем, нагрузка достаточно серьезная. С 19 января при Сухумском амбулаторном центре начала работать и мобильная бригада медиков. Теперь пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19 могут обращаться в регистратуру медучреждений в будние и выходные дни с 9 утра до 6 вечера. У нас давно была идея мобильной выездной бригады. Машину приобрели, но была проблема с финансированием дальнейшим. И в этом плане нам помогла очень общественная организация, клуб общественных дел, которая фактически взяла на себя всю нагрузку в этом вопросе. То есть это зарплата, это расходники и многое другое. В работе мобильной бригады задействована 1 машина. Справляться со всеми выездами сложно. 1 машина, 2 сменные бригады. Но, к сожалению, 1 машины не хватает, чтобы на самом деле очень большое количество обращений нам приходится очень сильно ограничиваться. Валерий Джинджоли – студент 6-го курса АГУ по специальности медицинская биохимия. В будущем он врач клинико-лабораторной диагностики. Услышав, что нужна помощь, пришел в центр волонтером. В медучреждении он администратор и координатор. Роман тоже волонтер. Работает водителем при амбулаторном центре вместе с мобильной бригадой. Услышав, что нужна помощь, сразу же откликнулся. Вы на выезд сейчас? Да, сейчас мы выезжаем на выезд. Такие вызовы у нас с сегодняшнего дня начали реализовывать повсеместно. Сейчас в бригаде у нас 1 медсестра и дежурный врач. Машина переоборудована под все нормы.
В Сухумском амбулаторном центре работают врачи из различных медучреждений столицы. Отрабатывая смену в одной больнице, они выходят на дежурство сюда. Сухумский амбулаторный центр расположен по адресу Турбаза, Красный мост, улица Акиртава, 2. В регистратуру центра можно обратиться по номерам +7 940 915 62 02, +7 940 760 26 02. Гугуца Вардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Согласно введенным ограничительным мерам, работа продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков должна осуществляться в соответствии с графиком. Так, Сухумский центральный рынок и торговый комплекс «Сухум-Прибор» теперь работают по 2 дня в неделю. Наша съемочная группа побывала на этих объектах и пообщалась с сотрудниками. Репортажа Эсмы Гуланзе. Несмотря на то, что Сухум-Прибор теперь работает 2 дня в неделю, покупателей здесь немного. Почти все продавцы в масках. У входа в комплекс, а также внутри него стоят антисептики. Повсюду развешаны памятки. Большинство предпринимателей понимает необходимость соблюдения ограничительных мер и введенного графика работы. Но при этом все сетовали на плохую торговлю и отсутствие покупателей. Мы также не работаем, как сказали, так и выходим. У нас фактически и так и мало людей, девочки. Чтобы опасного у нас нету такого. Мы и так 3-4 человека в день, если зайдут, спасибо. Я вообще хотела бы, чтобы вообще закрыли на 2 недели и сделали карантин, если честно. Потому что если мы будем все придерживаться к определенным мерам, мы будем все здоровы, и наконец-то вот это все перестанет прекратиться. У нас антисептики в магазине стоят, мы, когда что-то продаем, мы все время обрабатываем руки. А есть покупатели, которые без масок заходят? Иногда есть, да, но мы ходим в масках, мы не снимаем и обрабатываем все. Конечно, мы хотим работать, но главное, чтобы проблем не было с этим, с вирусом. Вас обязывают носить маски, перчатки? Но мы сами, это же для нас все это делается. Конечно, мы сами стараемся одевать, соблюдать эти меры. Однако с введенными мерами согласны не все. Некоторые продавцы выступают за увеличение количества рабочих дней в торговом комплексе, а кто-то и вовсе считает, что ограничения бесполезны. При этом аргументированного ответа мы так и не услышали. Опрошенные в основном ссылались на объекты, которые продолжают работать – салоны красоты, продуктовые и мебельные магазины. Желательно бы закрыли всех, без исключения. Кто-то работает, кто-то нет. Я думаю, что это бесполезно. Все, кроме продуктовых магазинов. Либо открыть все, конечно. Либо закройте, либо откройте. Вы же понимаете, что при полном открытии всплеск будет заболевших? Девочки, здесь лично на нашей работе ходит 3-4 человека. Здесь нету такого наплыва, как в продуктовых магазинах. Мы никого не просим, никакие пособия. Но хотя бы дайте нам работать. Просто ничего, заработать на кусок хлеба. Больше мы ни на что. Вы видите, прям толпы такой нет, ажиотажа нет. Да, но при этом вы же видите, какое количество заболевших в стране. И это кто сказал, что это от нас? Кто сказал, что это вот именно от Сухум-Прибора или от рынка? Вас обязывают носить маски, перчатки? Нас обязывают, приходят, проверяют. У нас всегда здесь есть. А почему вы не носите? Это принципиально или просто... Я сейчас пила. Вот только что, видите, я же не могу через маску его пить. Есть у меня, конечно, и маска, не одна. У нас целая пачка, я покажу даже, если хотите. Лучше было бы, если бы дня 4 нам дали бы. А 3 дня мы сидели бы дома. Чтобы вот суббота, воскресенье обязательно, и еще 2 дня среди недели вообще было бы хорошо. Хотя бы так. Согласно графику, торговый комплекс «Сухум-Прибор» работает по вторникам и воскресеньям. 2 раза в неделю санэпидемстанция проводит здесь обработку территории. После санэпидемстанции другие дни обрабатываются хлоркой и антисептиками. Стоят у нас на каждом этаже у входов 4 стола, где любые покупатели или кто там не был, они могут воспользоваться этими услугами бесплатно. А как-то ведется контроль за тем, контроль ведется администратором. Есть у нас медсестра, которая ежедневно, при любом случае, она каждый день практически работает у нас. Даже когда рынок закрыт, она иногда может прийти. Сами покупатели мы строго не запускаем, не скроем такой секрет. Бабушку, дедушка, какая-то бабушка, дедушка, как бы ты ни объяснял, они могут, кто-то нет, 1 или 2.
И объясняем, что расстояние. Расстояние соблюдайте, пожалуйста. Что касается продуктового рынка, он, как и положено, сегодня закрыт. Внутри рынка торговые объекты не работают. Закрыты также центральные ворота. Помимо рыночного комплекса мы посетили 2 филиала Сбербанка, где уже началась выдача пенсий. Очередей мы не увидели. Внутри помещения людей запускают только в масках и по одному. Увиденное вселяет надежду на улучшение эпидситуации. А она, несомненно, улучшится, если каждый из нас будет соблюдать необходимые санитарные правила и осознавать свою ответственность, не перекладывая ее на кого-то другого. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В последнее время в Абхазии фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кроме того, есть и повторные случаи заболевания, в основном среди медперсонала. Об этом в интервью нашей программе рассказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева. Меры профилактики, сами видите, соблюдаются крайне недостаточно. Именно это и привело к такой крайне непопулярной мере, как закрытие предприятий общественного питания, перевод работы рынков на двухдневный режим. Это сделано не потому, что кому-то так захотелось, а потому что, к сожалению, граждане не соблюдают никаких рекомендованных правил безопасности. У нас после праздников новогодних, после Рождества, после Старого Нового года имеется выраженный рост заболеваемости. Хуже всего то, что идут тяжелые формы. Хуже всего то, что умирают люди. Поэтому вот на такие меры и пошли. Пытались обойтись без них, пытались как-то донести до сознания людей то, что каждый сам должен себя защитить от этой болезни. И здесь действительно ни государство, ни я, ни вы, никто не сможем защитить одного отдельного конкретно взятого человека. Это сделать может только он сам. Защитить себя и свою семью. Путем ношения маски, путем откладывания к лучшим временам похода в гости. Ну, ни для кого же не секрет, что на праздники все дружно походили друг к другу в гости. Вы же не будете этого отрицать. Ну, вот, я думаю, никто не будет. Это и привело вот к такому состоянию. Что будет дальше? Если продолжится в таком же духе отрицание противоэпидемических мероприятий, соответственно, заболеваемость будет либо расти, либо оставаться на том же уровне. И, к сожалению, мы будем терять своих старших, и не только старших. Умирают уже и мои ровесники. И предотвратить это не получится. Больницы уже заполнены. Куда будем класть новых больных? Койки-то развернуть можно, а лечить кто будет? У нас заболевают медики, у нас тяжело заболевают медики. У нас повторно заболевают медики, а повторно не заболевают, потому что они получают большую вирусную нагрузку. У нас врачи, болея и лечась дома на амбулаторном лечении находясь, они продолжают вести по 100-150 больных. В Гудауте, там уже врачи тоже на последнем пределе сил. И поэтому чем дальше, тем будет сложнее с лечением. Вот просьба к людям пожалеть себя самих, пожалеть свои семьи, пожалеть своих старших и немножечко остановиться. В плане похода в гости, в плане общения, рукопожатий, в плане контактов между собой. По сравнению с доновогодним периодом ситуация ухудшилась значительно. Там, где до Нового года, ну, условно, да, 100 человек за неделю выявлялось, то сейчас их выявляется 150 и больше. То есть почти в половину. За добросовестный самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии начальник мобильного многопрофильного госпиталя Министерства обороны России Абдулмеджид Магомедов награжден ведомственной медалью Минздрава Абхазии за заслуги перед отечественным здравоохранением. Вручая награду, министр здравоохранения республики Томас Сахнакия поблагодарил его за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, за сохранение жизни и здоровья жителей Абхазии.
Следственное управление Генеральной прокуратуры завершило предварительное расследование уголовного дела по факту похищения Умара Мерцхулава, произошедшего 18 апреля 2019 года в селе Гумиста Сухумского района. Уголовное дело в отношении Георгия Зухба, содержавшегося под стражей, и Нукзара Попава, в отношении которого Сухумским городским судом 16 октября 2020 года была изменена мера пресечения с заключения под стражей на домашний арест, направлена в Сухумский районный суд для рассмотрения по существу. 19 января православные христиане отмечают крещение Господне. Во всех храмах Абхазии в крещенский сочельник и на крещение совершили чин великого освящения воды. В канун великого праздника наша съемочная группа побывала в Каманском монастыре святого Иоанна Златоуста. Репортажа Алики Трапш. Крещение Господне – один из 12 важнейших христианских праздников. В этот день православные всего мира отмечают евангельское событие, как Иисус Христос в реке Иордан принял крещение водой от Иоанна Предтечи. Этот праздник также называется Богоявлением, потому что Иисус Христос после крещения явил себя миру Спасителем и Сыном Господа. Уже по сложившейся традиции в крещенский сочельник люди едут в Каман. Здесь, в монастыре святого Иоанна Златоуста, верующие ставят свечи, молятся о здравии своих близких. Конечно, крещение Господне – это великий праздник, величайший праздник. И мы, конечно же, это январь месяц, каскад праздников: Рождество Господа нашего Иисуса Христа, новолетие, обрезание Господне. И сегодня мы с вами радуемся и встречаем великий праздник крещения Господне. Господь не нуждался в крещении, но Он крестится от пророка Иоанна, от крестителя Господня Иоанна, крестится в иорданских водах, чтобы показать нам, как пример, чтобы мы следовали самому Господу и приняли бы святое крещение. Крестившись водой, не только водой, и Святым Духом, мы соединяемся с небесами, соединяемся с Богом. Село Каман переводится как «святое место», и название полностью соответствует действительности, ведь оно связано с именами 3 святых. По преданию, здесь покоятся мощи святого мученика Василиска. В Камане умер, не добравшись до места ссылки, один из 3 вселенских святителей Иоанн Златоуст. Тесно связан Каман и с Иоанном Предтечи. Ежегодно в крещенский сочельник в реке святого Василиска настоятель Каманского монастыря отец Игнатий совершает великий чин освящения воды. Крещенская вода в эти крещенские дни приобретает новую субстанцию. Она пронизана Святым Духом. И это почему люди тянутся к этой воде, чтобы прикоснуться. Она уже имеет чудотворные свойства, чудесные свойства. И поэтому, как вы видите, у нас в Каманах с каждым годом по возрастании. Народ очень любит этот праздник. И почему-то именно вот в Каманах такое притяжение к источнику святаго Василиска. Крещение имеет великий смысл. Как тело омывается водой, так и душа человеческая, уверовав в Бога, будет очищена от грехов Иисусом Христом. Ежегодно в крещенский сочельник верующие со всех концов Абхазии едут в Каман, чтобы совершить ритуальное омовение в реке святого Василиска. По преданию, именно в полночь вода во всех источниках становится святой. В крещенский сочельник пошел снег, и даже непогода не стала преградой для тех, кто решил окунуться в святой источник. Верующие признаются, что после омовения в святой воде они чувствуют легкость и благодать. Отлично! Вода какая? Теплая. Это как богатство, ощущение такое, что заново родился. И вот рожу детей своих уже тоже 2-й год. Прекрасно все просто, честно говорю. Каждый год приезжаем. Счастья всем, здоровья, удачи. Пускай все беды останутся позади. Мы ежегодно приезжаем сюда и купаемся в Каманах. Для нас это телесное, духовное ощущение. После священного омовения люди имели возможность погреться у костра. Уходя домой, они брали с собой святую воду. Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. Она может стоять весь год и не портиться. Ею лечат раны, окропляют каждый уголок своего дома. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение.
Обряд омовения в святой воде в ходе празднования Крещения Господня совершили военнослужащие российской военной базы Южного военного округа со своими семьями. Крещенские купания были организованы на территории соединения в специальных купелях, а также на прибрежной части военной базы на берегу Черного моря в специально оборудованном водном пространстве. Несмотря на плюсовую температуру воздуха, вблизи купели были оборудованы отапливаемые армейские палатки, а также организовано дежурство специалистов медицинской службы. После омовения всем участникам ритуала выдавали горячий чай и солдатскую кашу. Всего в праздничных мероприятиях на территории соединения приняли участие более 1000 человек. Стартовал республиканский творческий конкурс на сочинение и прочтение литературных произведений «Арадзнакалам. Серебряное перо». Работы конкурсантов на абхазском и на русском языках публикуются на официальных страницах в Facebook и Instagram. Возраст участников от 12 до 35 лет. Присылать работы можно до 1 апреля 2021 года на электронную почту serpero@bk.ru. Авторские сочинения принимаются в виде напечатанного текста. Прочтение стихов и прозы принимаются в виде заготовленного видео. Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры, представительства Россотрудничества в Абхазии, Госкомитета по делам молодежи и спорту. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения известного абхазского писателя Михи Лакрова. В связи с этим Союз писателей Абхазии объявил конкурс художественного чтения его новелл. Конкурс будет проходить в онлайн-формате. В нем могут принять участие молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Всем желающим предлагается записать видеоролик одной из любимых новелл или отрывка из новеллы писателя. Запись нужно выложить на сайте Союза писателей Абхазии kamachich@yandex.ru до 15 апреля. Длительность видеозаписи не должна превышать 5 минут. 3 лучшие работы, которые станут известны по результатам тайного голосования жюри, получат дипломы 1, 2 и 3 степени, а также памятные подарки. Сегодня в нашей вечерней программе мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную известному абхазскому писателю-новеллисту Михе Лакрова. На побережье Абхазии в ночь на 19 января выпал первый снег. Нетипичное для нашей страны погодное явление произошло впервые за несколько лет, что, безусловно, порадовало жителей и гостей республики. При этом в связи с непогодой ухудшились дорожные условия, в связи с чем Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения о необходимости соблюдения установленного скоростного режима и безопасной дистанции. Кроме того, рекомендуется избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. На республиканской трассе Псо-Ингур наблюдается гололед в районе села Верхняя Ишера. Также небезопасно движение на участке автодороги от Бзыбского моста до села Блабарха. Поэтому Госавтоинспекция призывает по возможности отказаться от дальних поездок. Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Осадки и туман также снижают видимость на дорогах. Такая погода, как прогнозируют метеорологи, в ближайшие сутки на побережье сохранится, однако устойчивого снежного покрова они не ожидают. В среду 20 января в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег в горах, обильный снег на дорогах, гололедица. Температура воздуха ночью 4-1, днем 1-4 градуса. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.